Сосногорский полицейский Алексей Михайлусов получил известность благодаря необычной благотворительной акции. В прошлом году он пешком прошел более 1000 километров, чтобы помочь семье из Крыма, попавшей в трудную жизненную ситуацию. А уже в этом Алексей совершил очередное путешествие, на этот раз по республике Коми. О своем походе и о себе путешественник рассказал студентам Сосногорского технологического техникума на встрече с активистами образовательного учреждения. В первую очередь, это вот по республике Коми у нас очень богатый край по природе, и мотивация именно на туризм идет. То есть здесь я хочу сейчас задуматься о различных туристических акциях, которые вот как раз летом буду организовывать. И вот по выступлениям приглашают меня, я не отказываюсь лезть в свободное время, выступаю. Но это то же самое и опыт для меня. Напомним, перед путешествием по республике Коми удачи Алексею Михайлусову в его очередном походе пожелали глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко и председатель районного совета Ирина Ушакова. Во время встречи Алексею был вручен флаг муниципалитета, который сопровождал его всю дорогу. Алексей, я хотел бы вручить вам вот этот флаг, чтобы он сопровождал вас, это флаг Сосногорского района, чтобы вас сопровождал в вашем путешествии, ну и в целях популяризации нашего района, и пускай он будет для вас неким оберегом и пройдет тоже вместе с вами весь этот маршрут. Как отметил Алексей Михайлусов, своими путешествиями он решил внести вклад в популяризацию внутреннего туризма, проблема которого в том, что люди просто не знают, какие удивительные и красивые места есть в нашем регионе. Удивило это животными, дикими животными, очень много различных птиц встречалось. Шел, значит, машин практически не было. Вот из города Печоры до деревни, получается, Конец-Бор. Там трасса есть, и природа, она удивительная. И красивые виды. В тот момент было, это уже была, скажем так, ранняя весна. Ну, мне понравилось и небо, земля, леса, вот, птицы различные, перелетая тебе дорогу. Очень здорово. Студенты и преподаватели техникума с интересом выслушали рассказ сосногорского путешественника, после чего участники встречи получили возможность задать Алексею Михайлусову вопросы о его походах. Сегодня состоялась такая замечательная встреча с Алексеем Михайлусовым, с нашими ребятами, человеком позитивным, человеком очень открытым и человеком, у которого очень интересное хобби. Он путешествует в одиночку. Ребята слушали с интересом. Не так часто можно увидеть таких на сегодняшний день человека, одержимого своей идеей. По словам Алексея Михайлусова, сейчас он планирует новое путешествие. Отправной точкой станет Воркута, откуда молодой человек выдвинется на приполярный Урал, чтобы пройти путь из Европы в Азию. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе стартовал конкурс на лучший эскиз знака «Географический центр Республики Коми». Проект посвящен столетию со дня образования региона. Прием конкурсных работ будет осуществляться до 15 июня, итоги подведены 20 июня. Основные требования к оформлению работы – это эскиз должен быть выполнен в различной технике с использованием любого графического компьютерного редактора. Рисунок должен быть понятен, выразителен, лаконичен, формировать положительное восприятие. И, конечно же, отражать в целом географические, туристические, эстетические, исторические особенности нашего района. Подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе. Конкурсные работы предоставляются лично в историко-краеведческий музей Сосногорска, который находится по адресу Ленина, 19, в Доме культуры «Горизонт», либо по телефону музея 54602. Стоит отметить, что лучший эскиз будет взят за основу при возведении памятного знака «Географический центр Республики Коми». В свою очередь, автора лучшего эскиза ждет подарочный сертификат. Еще один конкурс, посвященный юбилею Коми, называется «Неповторимая Республика Коми» и предлагает юным жителям района проявить фантазию и воплотить ее в любой технике. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений Сосногорского района. До 6 августа принимаются работы на тему достопримечательности Республики Коми в миниатюре, выполнены в любой рельефной технике. Подробно о конкурсах можно узнать на официальном сайте музея, на странице музея ВКонтакте или по телефону в Сосногорске 54602. Полина Бастракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
На стадионе Черемушки провели первый этап открытых велосоревнований в дисциплине кросс-кантри. Гонки открыли сезон летних заездов. Хотя погода была далеко не летней, соревнования собрали 60 участников, как профессионалов, так и любителей. Кросс-кантри – езда по пересеченной местности. Маршрут гонщиков пролегал через лес по ухабам между деревьями. Соревнования кросс-кантри еще называют лосиный вид спорта, потому что постоянно вверх, вниз, слева, право, оттормозиться, не успел сбросить передачу. И поэтому спорт такой, что темп постоянно рваный. Приходится постоянно работать, нет времени отдыхать. То есть, если ты думаешь, что ты хочешь отдохнуть на спуске, не получится. На спуске нужно работать, на подъеме нужно работать, а на плоскоче, то есть на прямой, нужно отыгрывать время. Участники делились по 4 возрастным категориям плюс эксперты. В зависимости от группы их дистанция составляла от 1 километра 200 метров до 3 километров 700 метров, от 1 до 5 кругов. За основу взяли маршрут республиканских соревнований по кросс-кантри, которые проводили здесь около 10 лет назад. Сложность трассы заключается в том, что он проходит кросс по сильно пересеченной местности. То есть, где зимой у нас проходят соревнования на лыжах, они сегодня участвуют на них на велосипедах. Во-первых, это земля, это грунт. Очень тяжело ехать на велосипеде, поэтому здесь нужны очень сильные ноги и выносливость. Возраст гонщиков от 4 до 50 лет. Дошкольники участвовали в таких соревнованиях впервые, в сопровождении родителей. К малышам требования были мягче. Если взрослых допускали только на горных велосипедах с колесами определенного диаметра, дети могли ехать на любых, даже 4-колесных. Больше всего среди участников было школьников. Кирилл и Денис занимаются велоспортом около 5 лет. Они пришли в первой десятке. Самое сложное, скорее всего, был заход на 2 километра, трасса 2 километра по срезу, из-за того, что там были дожди недавно, и была трасса вся размокшая, и очень сильно велосипед буксовал. Мне самое сложное было это езда по грязи, когда заезжаешь на двойку противохода. Организаторы соревнований – Ухтинский велосипедный клуб любителей кросс-кантри. Его представитель и участник гонки Ярослав Бойчук стал победителем в самой сложной категории «Эксперты». Заезд в Сосногорске – первый этап в серии велосоревнований. Черемушки – это самый легкий этап. Дальше мы добавляем, будет у нас 6 числа, 6 июня, земляника в Ухте. Это уже сложнее. Дальше будет Dark Race и Тиманский кряж. То есть по степени сложности. В каждой категории было 3 победителя. Им вручили медали и сертификаты. Соревнования были приурочены к юбилею республики и Дню защиты детей. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Магазины «Союз» хорошо известны жителям Коми. В Сосногорском, Ухтинском и других районах республики давно оценили качество продаваемой продукции и ценовую политику торговой сети. Компания не стоит на месте, постоянно открывая новые точки продаж. В мае этого года очередной магазин «Союз» появился в Ухте. Он предназначен как для розничных, так и для мелкооптовых покупателей. У нас представлен весь ассортимент товара. Все это по очень доступным ценам. У нас есть и рыба, и мясо, и бакалейные, и хлеб каждый день свежий, и молочка у нас. Есть все. Овощи, фрукты мы возим сами, у нас свеженькие, и цены очень доступные, хорошие. Новый магазин способен приятно удивить ассортиментом и ценами. Приобрести все необходимое здесь могут как домохозяйки, которым важно оптимальное соотношение цены и качества, так и представители малого бизнеса. Жители Ухты уже успели по достоинству оценить свой новый «Союз». Посетить новый рознично-оптовый магазин «Союз» можно по адресу: город Ухта, улица Железнодорожная, строение 14, за рестораном «Бакинский дворик». Здесь каждый может убедиться, что «Союз Опт» – это территория низких цен.